Я так думаю, что в зале у нас очень много собственников, либо из топ-менеджмента компаний. Поднимите, пожалуйста, руку, есть ли такие собственники бизнеса. Вот мне бы хотелось бы, наверное, узнать у вас, каким образом происходит ваш рабочий день, ваша рутина. Вообще, можете ли вы ее назвать рутиной, или у вас всегда классно, все новое, вы в стратегии, вы в развитии? Я не сомневаюсь. Как пойдет, я слышу, да, все хорошо, все будет хорошо. На самом деле, моя недавняя боль, которая тоже со мной присутствовала, это то, что собственники бизнеса, либо директора, они очень сильно, много и густо участвуют в операционной деятельности. И это такая рутина, которая, в принципе, съедает очень много полезного времени рабочего, очень много ресурса, сил, и уже на развитие, на продумывание стратегий, на выстраивание каких-то долгосрочных планов, да, и соответствие этим планам нам зачастую не хватает времени. Чтобы время хватало, есть много, конечно, разных инструментов знаний. Да, у нас, к сожалению, в 20 минутах сегодня не получится охватить большинство из них, но самая популярная и классическая, скажем так, ошибка, которая встречается у всех, это неправильное делегирование и постановка задач. Почему? Потому что мы ставим задачу так, как мы ее видим, понимаем и, наверное, знаем, как ее сделать, а сотрудник нам приносит ее в том виде, что нам приходится потом переделывать. И вот эта переделка занимает все наше драгоценное время, что, собственно, да, не дает нам дальше развиваться. Замкнутый круг, из которого сегодня я вас попытаюсь вытянуть. Почему вот сотрудники не понимают, что нужно сделать? Потому что «сделай хорошо» — это, да, ну, как поняли. Если нужно сделать все срочно, да, то определите, пожалуйста, как бы вот порядок и перечень тех срочных, потому что, как я тоже люблю повторять, если пытаться впихнуть невпихуемое, выпихивается ранее впихнутое. Вот. И контроль, да, когда мы контролируем, ну, как будто бы мы на себя задачу забираем и начинаем ее сами делать. Покажи, принеси, что получилось. Получилось как-то не очень. Поэтому, ладно, подвиньте, сейчас я сама все сделаю, да, но в следующий раз делаю вот так же. Ну, как бы ни человек не научился, ни вы пользу не получили. В общем, вы, получается, работаете за нескольких людей, за себя и вот за еще тех парней, что называется. Ну и миф очень такой распространенный, да, что если делегировать задачу, то значит мы от нее избавляемся, она по волшебству как-то сама классно решится, и мы получим на выходе классный результат. К сожалению, это совсем не так. Можно очень-очень много больших или не очень больших ошибок наделать, что таким или иным образом негативно повлияет в целом вот на вашу работу, на ваш бизнес. Когда задача дается без контекста, это такой себе токсичный сюрприз, потому что, и здесь тоже надо будет несколько раз нажать на Enter, спасибо. Например, позвони клиенту. Кому, какому клиенту, для чего, да? Что сказать, что говорить, может быть, категорически нельзя. И мы запускаем такую себе мину замедленного действия, потому что сотрудник может, ну, напортачить очень все-таки серьезно что-то. Поэтому сотрудник, не понимая контекста, берется за задачу, делает ее так, как он понял, ну и да, без ТЗ, что называется, результат тоже непонятный. Вот стандартная задача. Ну, я думаю, что многие здесь в продажах, да, CRM пользуетесь, надеюсь, и, например, какая-нибудь среднестатистическая задача: перенеси список контактов из Excel в CRM. Что будет делать сотрудник? Ну, здесь еще зависит, наверное, от степени зрелости сотрудников, да. Кто-то вопросы, может быть, задаст какие-то, кто-то, может быть, это уже делал. И дальше мы немножко тоже это затронем, вот кто делал, кто не делал. Ну, в общем, до пятницы, да, еще срок у нас звучит. И выглядит это, как результат, может выглядеть. Вот теперь нажимайте, пожалуйста. 4 раза, спасибо. Контакты могут, типы не заполнены, да, какие-то теги могут быть не перенесены, источник лида может быть потерян, ну и, в общем, разные любые какие-то другие ошибки в зависимости от того, что у вас в CRM, что у вас было в Excel и что вы вообще хотите, вот, собственно, от вашей CRM-системы. Следующий слайд. Задачу очень круто давать несколькими способами. И сейчас, наверное, давайте с вами коротко, прям вот очень коротко, скажу такую вещь очень важную. Во-первых, когда вам нужно кому-то дать какую-то задачу, сами для себя честно ответьте,
точно это нужно делать или нет. Потому что зачастую 70% задач, которые мы даем, они потом становятся, в общем-то, неактуальными. Поэтому первое, что мы понимаем, да, нужно ли действительно делать задачу, взвешиваем ее, понимаем сами. И если вопрос «да, нужно», то определяем, какому сотруднику мы ее дадим, потому что вот здесь возникает основная магия. Сотрудники у нас почему делают задачу не так, как мы бы хотели? Ну, первое, это не знают, не умеют, не хотят. Не хотят — это очень большая тема, которую, к сожалению, в один, даже два мастер-класса не уложить. Это работа с мотивацией, это очень серьезный такой пласт работы. А вот про то, что как не понял, да, мы сегодня как раз с вами это очень хорошо посмотрим. Итак, задача, например, у нас, ну вот пусть та же самая будет из кейса, да, по переносу из Excel в CRM, вернее. Есть алгоритм, которому вы должны следовать, когда вы задачу эту даете. Первое — это результат, конкретный итог, какой, что на выходе должно получиться. Следующее — это дедлайн и чекпоинт, когда нужно принести, чтобы задача была готовая, и когда будет промежуточный контроль, тот самый чекпоинт. Следующее — формат сдачи, да, в каком виде. Это файл, таблица, отчет, большой, маленький, на сколько страниц. Потому что просто сказать «сооруди отчет» — это либо одна страница, да, либо может быть там 10 разных с иллюстрациями, с таблицами, с графиками и так далее. Следующее. Границы. Что точно нельзя делать в рамках этой задачи без согласования руководителя. Ресурсы обязательно выдаем, да, бюджет, сроки, люди, коллеги, которые могут помочь и так далее, и так далее. И следующее. Так, критерий, почему эта будет задача выполнена хорошо, плохо, отлично или как-то не очень. Обязательно должны быть. Здесь еще очень важный момент до постановки задач. Задачу нужно, во-первых, продать сотруднику, ну, условно, да, продать в кавычках, для чего ему нужно ее делать. И второй момент — это нужно обрисовать контекст, чтобы сотрудник понимал, для чего вот эта задача выполняется. И тогда у него появится больше мотивации, больше понимания, вовлеченности, и, в принципе, задача уже будет априори выполнена лучше намного, чем могла бы быть без этого. Следующий, пожалуйста, слайд. Допустим, вот задача с переносом, да, у нас бы, если была бы выдана по алгоритму, там бы все сделано было бы классно, и у нас был бы чекпоинт с вами промежуточный, например, да, в 12, а вечером уже мы сдаем финалем. У нас были бы ответственные менеджеры, и в целом мы бы 80% проблем и ошибок могли бы избежать. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот давайте с вами теперь, вы знаете, чуть больше, чем вы знали до этого. У нас с вами будет 2 минуты. Задача звучит так. Подготовь отчет по продажам за прошлый квартал. Покажи динамику. До пятницы нужно это сделать. Давайте с вами поищем ошибки, которые здесь есть. Руки ваши. Думайте. И не стесняйтесь. Там руки, не руки, нет, не руки. Вижу руку. Элиф, да? Да, совершенно верно. Диляра. Не указано что? Да, чего делать нельзя, мы здесь не указали, да, что показывать, что не показывать. Может, цифры какие-то нужны, да, определенные, а другие какие-то нельзя. Еще. Ну, результат, да, нечеткий. Покажи динамику, отчет по продажам за прошлый квартал. Что там должно быть, да? Плохо продали, хорошо, сколько, в чем, да? То есть процентный рост какой-нибудь, либо количественные какие-то цифры и так далее. Может быть, еще что-то кто-то видит? Да. Ну, это прям магия высшего такого порядка, да, нажать кнопку «Посмотреть». Могут, да, но нам нужно сотрудников тоже ведь развивать, чтобы не только программы делали. Кстати, вот, не знаю, вам такое закину на подумать мысль. Посмотрите вообще в целом на работе, насколько искусственный интеллект, о котором сегодня уже, да, говорили, атрофирует и как, да, мыслительные наши способности, и временные затраты, да, и время, которое мы готовы были бы потратить на те или иные вещи, вот с использованием теперь искусственного интеллекта. Да.
Очень классно. Отлично. Давайте двигаемся дальше. Слайд, пожалуйста, переключите нам. Итак, у нас нет конкретного результата, вы сказали. Формат сдачи, да, в каком виде это должно быть? Чекпоинт тоже был озвучен, отсутствие его. Нет точного дедлайна к пятнице. Пятница заканчивается 23:59, да, вот к этой пятнице или все-таки к рабочей пятнице? Пятница может быть коротким днем, может быть мне в 18 часов и пришлют отчет, но мне уже некогда будет его отсматривать и так далее. Поэтому здесь тоже четко прописываем. Во сколько? В 15, например, да? Ну и нет критериев качества, вернее. Что значит хорошо? Допустим, там динамика по 3 предыдущим кварталам, да, или динамика по сравнению год к году и так далее. Поэтому надеюсь, что впредь вы таких ошибок допускать не будете. Следующий слайд, пожалуйста. Еще очень важно, после того, как вы дали задачу по алгоритму, такое назовем его правилом 3 минут, это когда вы спрашиваете у сотрудника, как понял, что нужно сделать. И вот он примерно вот в таком виде должен повторить. Я должен то-то, то-то подготовить с тем-то, тем-то на столько-то там объема к такому-то времени. И вот здесь, поверьте мне, это, может быть, звучит, да, как-то по-школьному, повтори, что ты понял, но тут вот большинство зыбких моментов можно как раз-таки преодолеть и избежать вообще. Следующий, пожалуйста, слайд. Еще есть один важный аспект, как раз вот мужчина, как вас зовут? Да, Тимур Бей нам подсветил такой важный аспект, что есть разные ведь виды сотрудников, да, те, кто делали уже такую задачу, и они понимают, что нужно сделать, те, кто никогда с таким раньше не сталкивался. И здесь как раз мы должны с вами понимать, что сотрудники у нас бывают новички, и новичок — это не тот, который вот к нам пришел позавчера, и, в общем-то, да, вот он новенький. А новичок может быть в плане своей функции. То есть он раньше вот именно эту вещь никогда не делал, хотя он экспертный эксперт, очень большой опыт работы, он у вас долго работает в компании, знает все и даже больше, но именно вот с такой задачей он раньше точно никогда не сталкивался, и он будет считаться новичком. Есть у нас уверенный человек, и уверенный — это тот, который хотя бы раз положительно выполнял такую задачу. И третий вид — это профессионал, который, в общем-то, может много чего делать, разного видел, и точно сумеет задачу какую-то, да, понять и сделать. А здесь сейчас на экране у вас будет 3 вида. Немножечко, да, смысл будет тот же. Это рука, то есть человек, который вот должен сделать, и ему мы даем максимально подробный алгоритм. Иди к тому-то, вопросы возникнут, приди ко мне, или там обратись к Пете, к Васе, Маше, неважно. Ресурсы там, инструкция здесь, папка, ссылка, да, к кому обратиться, вот тебе контакты и так далее, и так далее. Второй тип — это у нас голова, то есть мы здесь включаем смысл, что делаем, для чего делаем, да, почему это нужно и важно. И третий вид — это у нас сердце, то есть мы от ценности отталкиваемся, да, это уже более такое высшее руководство, которое понимает вообще как бы результат результата, для чего мы хотим это сделать, чтобы что. И еще очень важный такой нюанс, который я бы очень хотела, чтобы вы избегали в дальнейшем. Бывают такие случаи, когда задачу вы выдали, но она в какой-то момент перестала быть актуальной. И человек вот до той пятницы, да, 15 часов, ее должен сделать. Сегодня, например, четверг, мы понимаем, что в среду была выдана задача, и наверняка он уже что-то успел по ней сделать. Ну вот вам уже не надо. Хотели куда-то идти и что-то презентовать, не надо, отменилось, да, или еще по каким-то другим причинам. Что здесь важно сделать? Во-первых, поблагодарить человека за то, что он сделал, если он завершил эту задачу до конца. Обязательно, потому что если мы просто, ладно, задача уже не стала актуальной, вернее, не нужна, да, то у вас, как у руководителя, появится очень много управленческой работы с мотивацией, которая очень сложная на самом деле. И тогда человек себя считает ненужным, неважным, про него забыли или, в принципе, дали какую-то такую третьестепенную даже, да, задачу, которую можно вообще было бы, оказывается, в следующий раз не делать, и, может быть, в следующий раз он ее и не станет делать, потому что,
Посмотрим сначала, да, может быть, мне там завтра придут и скажут отмена. И следующий момент — это то, что если человека вы от этой задачи освободили, сразу же выдайте ему другую. Оставлять человека в вакууме категорически запрещено, потому что тогда вот у него как раз разные мысли начинают в голове вертеться. Я не нужен, там, я не важен, еще что-то. Давайте ему либо следующую задачу, либо, допустим, с которой вы его ранее сняли, да, чтобы приоритизировать и выдать вот ту, которая потом отменилась, ее верните. Но вот не просто, да, он должен сам догадаться, и это круто, конечно, если он сам догадается, но именно от вас должно звучать слово, что продолжай делать ту задачу, вот она для нас важна. Если в дальнейшем когда-нибудь результаты его работы все-таки окажутся нужными, да, если он успел эту задачу довести до конца, или они окажутся там важными, для чего-то там вот какую-то пользу вы извлечете, обязательно тоже об этом ему скажите, что вот тогда вот ты делал, мы не использовали, а вот сейчас оно нам очень даже пригодилось, потому что там вот так-то и так-то. И, собственно, какие же мы виды даем задач, да? Вернее, каким образом мы еще можем поставить, кроме как алгоритм. Вот как Тимурбей подсветил нам совершенно верно, что есть новичок, я про него рассказала, да, и новичку мы даем исключительно по алгоритму. Есть уверенный и профессионал, и здесь мы с вами смотрим из ситуации. Задачу можно дать либо по результату, принеси мне отчет, да, к пятнице, и он поймет, для чего, какой нужен отчет, с кем его согласовать и так далее, либо по проблеме. У нас будет там, допустим, я не знаю, заседание акционеров, да, либо мы какие-то инвестиции пытаемся получить. Вот, собственно, для инвестора нужно какой-то сгенерировать отчет. И тоже человек будет понимать, что ему нужно сделать. Эти задачи будут также, можно такие задачи выдавать по проблеме или по результату новичкам. Тогда это будет задача такая на развитие на его, да, но здесь нужно будет прям несколько чекпоинтов тогда поставить, несколько разных видов контроля организовать. И, ну, это уже такое вот немножечко со звездочкой задача для руководителя. И следующий слайд, пожалуйста. Вам домашнее задание, потому что это все-таки мастер-класс. Я надеюсь, что вы чему-то научились. Вот вспомните, подумайте, какие у вас были задачи в последнее время, которые вы выдавали. Найдите вот такую задачу, переформулируйте ее теперь по алгоритму и посмотрите на результат. Я думаю, что у вас должно получиться все теперь намного-намного интереснее. И следующий слайд, пожалуйста. Запомните одну вещь, что делегирование или постановка задачи — это не отмена своей ответственности. Вы как руководитель, поставив задачу, либо делегировав что-либо сотруднику, все равно остаетесь ответственным лицом за результат. И часто наверняка вы слышали такую фразу, что если команда сделала все хорошо, значит команда молодец, а если что-то не очень получилось, то руководитель не молодец, да? И это, конечно, здорово, но на самом деле в этом есть прям рациональное зерно, потому что ваша ответственность, она никуда не девается. В задаче должен быть очень измеримый, понятный результат, и всегда один ответственный, запомните это. И я думаю, что у вас появится еще много-много других, может быть, каких-то вопросов. Если я буду вам полезна чем-то вот в управлении сотрудниками, в управлении командой, мой Telegram, QR-код, пишите, я с удовольствием делюсь всегда знаниями, я делюсь этими знаниями со студентами, и я с удовольствием помогу вам в какой-то ситуации, если у вас что-то такое возникнет. Всем большое спасибо за внимание.